Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация по данному управлению Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия характеризуется 285 новыми случаями новой коронавирусной инфекции, зарегистрированной на территории нашей республики. Это высокий уровень зарегистрированных новых случаев. При этом в городе Якутске зарегистрировано 148 новых случаев. 15 случаев остается зарегистрированным в Нерюнгринском районе. По 13 случаев зарегистрировано в Мегино-Кангаласском и Намском районах. 12 случаев Алданский, 11 Мирнинский, 8 Усть-Алданский. Все районы, которые сегодня имеют высокое количество заболевших на территории своих районов, относятся к антилидерам республики по вакцинации. И, условно говоря, их показатели по вакцинации ниже, чем среднереспубликанские. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 15 районах. На сегодня напряженной мы называем и под особым контролем находится ситуация в Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском и Хангаласских районах. Что касается города Якутска, вчера были развернуты койки, дополнительные койки реанимационного характера в целях снятия напряжения по наличию мест и дополнительные койки амбулаторного характера в целях, соответственно, разрешения ситуации по наличию коек. Все стационары, которые новые, организованные, они укомплектованы как медицинскими работниками, так и, соответственно, в оперативном порядке всем необходимым медицинским оборудованием. На лечение в тяжелом состоянии у нас сегодня увеличилось количество, уже находится 190 пациентов, в том числе на ИВЛ 35 пациентов, 21% от общего количества больных – это дети. На настоящий момент первую вакцину получили 373 974 человека, что составляет 52,2% от общего количества взрослого населения на территории Республики Саха-Якутия. У нас идет, хоть и небольшими темпами, но ревакцинация. За неделю ревакцинировано было уже около плюсом, около 10 тысяч. И сегодня ревакцинировано 20 807 человек. Во всех районах республики вакцина имеется в достаточных количествах. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент мы готовимся прежде всего к мероприятиям, которые направлены на снижение увеличение количества случаев, на снижение случаев тяжелых осложнений заболеваний, на снижение случаев заболевания через механизм и через вакцинацию как таковую. Все медицинские организации республики уровня центральных районных больниц, соответственно, все первичное звено готово и осуществляет все меры, необходимые для того, чтобы лечить новую коронавирусную инфекцию, но и также и ждет всех на вакцинальных участках.